Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які вы можете не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Нягледзячы на вайну на ўсходзе краіны, складанасці в эканоміцы і шматлікія сацыяльныя праблемы, Украіна працягвае праводзіць розныя рэформы ў розных галінах, пачынаючы ад медыцыны і да адукацыі і завяршаючы, я не ведаю, вайсковай рэформай, антыкарупцыйнай рэформай, рэформай мясцовага кіравання і гэтак далей. Пра тое, як праходзяць рэформы, ввогуле пра тое, што адбываецца сёння ва ўкраіне, на ўсходзе краіны, ці давяраюць ва ўкраіне сваім суседзям, беларусам і беларускім уладам, мы сёння пагаворым з нашым госцем. У мяне ў гасцях кавалер ордэна за мужнасць трэцяй ступені, таксама былая мэр горада Нецішын Хмельніцкай вобласці, заснавальнік валанцёрскай праграмы «Майдан Медыкі», спадарня Вольга Амельчук. Добрый дзень, спадарня Вольга. Дякую за запрошэнне, доброго дня. Спадарня Вольга, так атрымалася, што у такі дзень значны, можна сказаць, для Украіны і для вас асабіста мы сустрэліся, таму што вы не проста так атрымалі ордэн за мужнасць. Вы былі ў складзе добраахвотнага батальёна Кіеў-12, былі на перадавой. Вас я на здымках часцей бачу ў вайсковай форме, чым у такой цывільнай вопратцы. А сёння ў нас, дакладней у вас, які дзень? Свято. День Збройных сил Украины, как раз 6 декабря. И я очень вам благодарна за то, что вы согласились транслировать часть песни, которая для нас стала, наверное, как вторым гимном. Многие ребята встают, когда звучит эта песня «Воины света». То, что у нас началось на Майдане, оно продолжилось. Спасибо вам. Ну і вось неафіцыйны гімн Узброеных сил Украины. Кавалачак мы зараз попросім у гонар наших сяброў таксама паставіць у эфір. Ну, вось такі неафіцыйны гімн Узброеных сил Украины. Дарэчы, мы праглядзелі кадры з Майдана, і наше кіраўніцтва Беларусі, найперш кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко, вельмі часта любіць паўтараць, што вы што, хочаце, каб было так, як ва Ўкраіне? А што, сапраўды ва Ўкраіне зараз усё так дрэнна? Ну, зразумела, мы ўсе ведаем, вайна на ўсходзе, гэтыя ўзброеныя фармаванні ДНР, ЛНР, страчаны Крым, эканамічныя, можа быць, праблемы. Але, вы можете сказаць, але затое у нас? В Украине просто был такой именно сценарий. Это началось с Майдана и продолжилось в реформах. В другой стране может быть другой сценарий. Для меня очень печально слышать, когда белорусам говорят, что давайте ничего менять не будем, потому что может быть такая же война, как в Украине. Это очень грустно. На самом деле люди понимают, должны были понимать и понимают на самом деле, что изменения все равно нужны. То, что сейчас происходит в Украине, это говорит о том, что это правильный путь, потому что
обычные люди получили результат. Мы не говорим о том, каким сценарием это произошло в Украине, но мы говорим о том, что сегодня много качественных позитивных изменений для обычных людей. Та же самая реформа децентрализации. Я сейчас есть экспертом в местном развитии, и я консультирую, я пишу диссертацию на тему, одну из частей реформы децентрализации. Я досліджую эту тему. Вот, и могу сказать, что те реформы, которые в Украине мы проводим, они, наверное, не могли бы быть возможными при старом устрое, который мы имели смелость поломать. Давайте, перш чым мы больш падрабязна падыдзем да рэформы мясцовага кіравання, ввогуле пра рэформы. Я недавно быў ва ўкраіне, сустракаўся з рознымі і чыноўнікамі, і палітыкамі, і грамадскімі дзеячамі. І калі я спытаўся, вот у вас так шмат розных рэформ, у розных накірунках, якую рэформу вы можете сказаць, што гэта вот гісторыя поспеху? І мне назвалі толькі рэформу аховы здароўя, здраваахранення. Вы вот згодныя з гэтым ці не? Вот якую вот рэформу вы маглі сказаць, што да, у нас вот тут вот хай яшчэ не завершылася, але ўсё так ідзе па плану, хутка мы там... Ну вот если говорить о реформе охраны здоровья, то вы сами можете судить. Раньше не было возможности выбирать врача. У нас была обычная больница, разделение врачей по округам, и нравилось вам качество обслуживания, не нравилось, у вас не было выбора. Либо вы могли идти в частную медицину и платить за это деньги. Сейчас ситуация изменилась. Вот один из результатов этой реформы – это отсутствие коррупции на первой ланке и возможность людей выбрать доктора, с кем подписать контракт. И деньги на обслуживание этого клиента государство дает напрямую доктору. Это колоссальный, это потрясающий успех. Люди чувствуют, что меняется качество. Появилась конкуренция между докторами. Это то, чего мы ждали, то, что мы получили. Но все-таки королевой наших реформ я бы назвала реформу децентрализации. Если говорить о основной по масштабности, потому что она изменила принцип распределения денег на местах, способ формирования местных бюджетов. Установили справедливый способ распределения, который сегодня зависит от активности общины, громады. Чем активнее громада зарабатывает деньги и собирает налоги и сборы, тем пропорционально больше у нее денег. Сегодня уже нет движения, как было в старые времена, когда я была мэром, и когда у нас было централизованное наполнение бюджетов, они были голыми для выплаты зарплат бюджетникам, коммуналка, энергоносии. Вот эти были бюджеты по всей Украине одинаковые. Я была избрана в 2010 году. Вот. И сегодня бюджеты наполнены. Реализовали тот принцип, который обещали. Мы отдадим вам полномочия на местах, вся ответственность о принятии решений, в том числе образование, медицина, культура, спорт. Это суто решение местного самоуправления, без централизованных вказівок. И, соответственно, им отдали финансовый ресурс на места. Это... Ну вот атрымліваецца такая ситуация. Зараз на мясцовым узроўні ёсць грошы для того, каб, ну вот, напрыклад, Хмельницкая область, недалёкая от Беларусі, яна можа на свой розум рабіць, заключаць нейкія контракты з Беларусю. Совершенно верно. И вот вы там часто бываете, маете, падтрымліваеце контакты вот с сённяшнім кіраўніцтвам там в области, города, скажем, ці карыстаюцца яны гэтым, потому что я чуў такое, что люди просто зараз не ведаюць, а что им с гэтымі грашыма рабіць. Наверное, был этап, и честно вам признаюсь, что был этап, когда местные общины пытались сориентироваться, адаптироваться к новым условиям, привыкнуть к тому, что они несут теперь ответственность, на свой розсуд тратят сейчас эти деньги. Наверное, такой этап все-таки был. Но я не скажу, что он был долгим, адаптировались. Сейчас, как эксперт с местного развития, я работаю во всех областях Украины, я много езжу, я вижу результаты этой реформы. Люди осознают, насколько больше осталось денег в местном бюджете, и они сегодня реализовывают новые формы, новые инструменты их использования. Например, бюджеты участи появились. Пару лет в Украине уже реализовывается проект бюджета участи. Громадский берет на себя ответственность, принимает участие в конкурсе, выигрывает проект и из местного бюджета финансирует. Есть инструменты, которые были востребованы в обществе. Если обычный человек хочет узнать, сколько денег тратится вот на эту конкретную школу, сколько выплачивается зарплата, сколько денег стоила вот эта дорога, это открытый бюджет. В Украине это сегодня открыто. Местные бюджеты демонстрируют, публикуют все протоколы и документы, которые соответствуют бюджету. Вот абсолютно, переважна більшість. И обычному гражданину есть возможность узнать эту информацию, есть доступ. Это важно.
Скажите, а вот ёсць тады надзея, вот што я часцей за ўсё чую, калі там пра Ўкраіну гавораць, там такія страшныя дарогі. Вот зараз на мясцовым узроўні можна спадзявацца, што а цяпер-то мы зробім нармальныя еўрапейскія дарогі па ўсёй Украіне. А теперь зробим. Ситуация с дорогами улучшается вот с каждым годом. Теперь, когда полномочия ремонтировать дорогу и возможность иметь деньги на это переходят на местный уровень, сегодня перспектива, конечно, и мы это видим сегодня, местные власти активнее ремонтируют дороги. Более того, платя за них деньги, они получают дополнительный механизм контролировать качество. Это еще более важно. В Украине много примеров, где дорога хорошая была сделана, там Киев-Одесса, да, и во что она превратилась там на определенных отрезках через некоторое время. Поэтому здесь более критична даже возможность громаде иметь свои деньги, потратить их на свою дорогу и при этом возможность проконтролировать качество. Потому что если платит область или государство за дорогу, ты не можешь контролировать качество, но ты не обращаешься в суд, если что-то некачественно. Это очень важный такой инструмент. Хорошо, что он есть сейчас. Ведаеце, вот, што яшчэ кажуць, калі вот узгадваць Украіна, кажуць, карупцыя. І вот калі раней все было цэнтралізавана ў Киеве, кралі толькі ў Киеве чыноўнікі, якія мелі доступ, а зараз будуць красці на месцах. Ці не? Ну, на местах местные бюджеты принимали тоже местные же депутаты, и они, голосуя по местному бюджету, имели возможность допустить коррупцию на местном уровне и раньше. Сегодня ситуация сохранилась. Если люди выбрали такую власть, которая хочет сохранить коррупцию и будет воровать, то она будет воровать. Она будет пытаться находить, обходить закон. Здесь как раз мова идет про то, что люди выбирают сегодня других, и управление на местах сегодня качественного уровня другого, которые уже этого не делают. Здесь вопрос уже формирования сознания, нового сознания украинца, который не хочет коррупции. В той же самой медицине, это одно из первых, да, этапов, где была коррупция, когда идешь на прием, несешь шоколадку или платишь за это деньги сразу же в кабинете. И это было так привычно много лет украинцам. Сейчас это прекратилось. Уже никто не платит деньги только потому, что деньги сегодня приходят персонально за своего, за клиента доктору. И возможность выбрать. Врачи понимают, что от количества их клиентов, подписанных деклараций, зависит его прибуток. Ему невыгодно развивать коррупцию на местах. И к этому привыкают люди. И это видят уже наши дети. И в перспективе, я надеюсь, когда наши сыновья и дочери вырастут, это уже будет новое качественное сознание, где коррупция не нужна, и они ее не хотят. Ведь не вопрос тех, что берут, вопрос еще важный тех, кто хочет продолжать давать хабар. Это важно. Формирование сознания. Люди... То есть есть сподевание, что коррупция все ж таки в Украине зникнет и перемогут. Ну, мы сделали много шагов в той же самой медицине, в реформе децентрализации, которая просто сделала коррупцию невыгодной. Это очень важно. Если человеку невыгодно давать хабар, и у него есть другие механизмы, которые работают, он не будет давать хабар. Просто нужно было создать такие условия. Просто сказать, давайте убьем коррупцию без новых механизмов, это не работало бы. Это логично, мы понимаем, это человеческая природа. Появились новые механизмы, люди понимают, что можно иначе, и они, конечно, это используют. Они рады, потому что отсутствие коррупции – это возможность развития. И если коррупция есть, развиваться невозможно. Ни на местном уровне, ни на государственном. Поэтому люди это ценят. Дякую, мы перервемся на невеличкую паузу. Короткий выпуск новинаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, что у мяне ў гасцях сёння кавалер ордэна за мужнасць, ветэран антытэрарыстычнай аперацыі, былы мэр горада Нецішын Хмельніцкай вобласці Вольга Амельчук. Вернемся праз 3 хвіліны. Знов вяртацца ў пустую кватэру, ведаць, пэўна, ў глухія дамы, і ніхто не пастукае ў дзверы, не парушыць спакой твой нямы. Прабіраецца ў скроні трывога, ахінаюць душу халады, ўсё было і не стала нічога. Гэты дзень незямной пустаты, людзі, дзе вы? Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю ў студыі Еўрарадыё, Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі.
Беларускі праваабаронца Леонид Судаленко уганараваны прэміяй Французскай рэспублікі «Свабода, роўнасць, братэрства». За гэты год паведамляе праваабарончы сайт «Вясна». Камісія па правах чалавека Францыі павіншавала лаўрэата і запрасіла на цырымонію ўзнагароджання 10 снежня ў Парыжы ў міністэрстве юстыцыі. Міністрка юстыцыі Ніколь Белабе і прэзідэнт няўрадавай арганізацыі Крыстіна Лазергес будуць уручаць прэмію. Сваякам расстралянага чорнага рыэлтара Ігара Гершанкова прыйшлі рэчы. Пра гэта паведаміла маці расстралянага. На зваротным адрасе пазначаны глузк. Пры гэтым на пасылцы стаіць пячатка рудабелкі. Пра расстрэл Гершанкова стала вядома 28 лістапада. Маці хацела трапіць на прыём да начальніка СІЗА нумар 1, каб даведацца пра лёс сына. Там ёй і адказалі, што ён выбыў з рэчамі. Лукашенко сёння наведвае Санкт-Петербург, дзе возьме ўдзел у пасяджэнні найвышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета і нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў дзяржаваў-удзельніц СНД. Будуць падведзены вынікі года выканання ранейшых дамоўленасцяў фармавання агульных рынкаў газу, нафты ды нафтапрадуктаў. За 2 месяцы з верасня па лістапад наведвальнасць сайту Савецкай Беларусі знізілася ўдвая, вынікае са статыстыкі SimilarWeb. Пік наведванняў прыпадае на 18 верасня 5 мільёнаў, а лічба наведнікаў 18 лістапада менш за 3 мільёны. Святлана Адзінец, служба інфармацыі, Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. І ў мяне сёння госця з Украіны, эксперт па мясцовым развіцці і дэцэнтралізацыі. Вольга Амельчук. Спадарыня Вольга, я ўсё ж таки хочу... Я так разумею, вот вы приехали у Беларусь зараз, каб, может быть, поделиться опытом с белорусскими коллегами по вот, як развивать мясцовое кіраванне, як проводить децентрализацию. А вы ведаете, что у нас мэров, так бы мовить, городов призначае кіраўнік краины. Вот так. Як можно в таких умовах нечто менять? Невероятно. Я вчера встречалась с выпускниками школы мэров. Это люди, которые учатся, которые получают образование, знания в этой сфере, понимая, что они не пойдут на выборах и их выбирать не будут. Это очень печальный опыт. Я вчера общалась с ними, хотя я вижу энергичность, я вижу возможность и потенциал реализовывать местную политику на местном уровне, но, к сожалению, вот у вас это сейчас, в 2018 году, невозможно. Вот, поэтому, есть другие механизмы управления на местном уровне. Даже в таких условиях я вижу активность в вашем обществе по созданию будинковых комитетов для реализации гражданских инициатив, связанных с ремонтом, благоустройством. Оно с этого и начинается. Просто не прекращать активность в этом направлении. Оно с этого начинается. Формирование ответственности за территорию, которая тебя окружает, твой дом, твою квартиру. Обращать внимание и принимать общие решения со своими соседями, друзьями, людьми, которые живут в твоем городе. Оно с этого всего и начинается, с малого. То есть, зразумение того, что да, мэром я не стану, но хотя бы порядок у своим подъезде наведу. Это тоже окей, да. Ну, а ввогуле, як вы лічыце, вот параўноўваць, калі вот вы ўжо сустракаліся з нейкімі прадстаўнікамі грамадскіх арганізацый, можа, там палітычных партый, з вучнямі школы мэраў, якія ведаюць, што іх мэрамі не выберуць, у лепшым выпадку, можа, прызначыць каго-нибудь асабліва атлічыўшыхся. Калі параўноўваць актыўнасць, вот зараз як грамадская актыўнасць ва ўкраіне і тое, што вы пабачылі ў Беларусі, вот з такой актыўнасцю можна нешта зменіць? Я желаю, чтобы уровень активности в громаде Беларуси возрастал. Я очень этого желаю. В Украине действительно уровень громадской активности очень-очень сейчас высокий. И это благодаря тому, что были воплощены новые инструменты управления гражданского. Конечно, стимулирует ли людей принимать участие в владных решениях на местном уровне тот же самый бюджет участи, который открыто
создан в местных бюджетах. Конечно, стимулируют. Они берут ответственность, они реализуют эти проекты. Гражданские организации действуют абсолютно свободно, независимо, без присутствия какой-либо цензуры. Также сам работают в этой сфере СМИ. Конечно, это все сприяет формированию такого свободного общества, где громадские организации реализовывают свои проекты свободно, и их результаты — это результаты их деятельности. Это важно для формирования и общего сознания, и будущего сознания их детей. Это очень важно. Вот мы закранули пытанне галасавання. Да, вот у нас палітыкі апазіцыйныя найперш сцвярджаюць, што выбараў у нас няма. Прызначаюць дэпутатаў як мясцовых узроўняў, так і дэпутатаў парламенту. А вот в Украіне, да, спачатку галасавалі там, ну, пасля 13-14 года на выбарах, да прыкладу, за патрыотаў. Выбіралі, вот, хто больш патрыятычны, хто больш праўды, хто больш даверу выклікае. А зараз ізноў вот, кажуць, што будуць галасаваць за папулістаў і за грэчку, грубо кажучы. Так, а чым вот адрозніваецца наша сітуацыя? Ну, у прынцыпе, так, у тэорыі. Прызначаюць, а тут за грэчку прагаласуюць. Смотрите, я бы даже сказала, не за популистов раньше голосовали, а за авторитетных и влиятельных. Вот это определенный образ, который сложился вот и в Украине в том числе. Население, люди считали, что гораздо безопаснее выбрать авторитетного, влиятельного, который имеет много связей, хорошую связь с властью, только потому, что он будет более способен привести больше денег в местную громаду. И это было при условии, когда местные бюджеты централизованно формировались, и денег на развитие можно было только просить у центра. То есть мог народный депутат, депутат областной, имея какие-то каналы и связи, привести так называемые деньги в громаду, чтобы что-то ремонтировать или строить. Так вот, это уже исторический этап, он уже прошел. Потому что при условии, что местный бюджет наполняется засуто математической формулой и зависит прямо пропорционально от активности громады, чем более активно громада работала, больше инвестиций привлекла, больше рабочих мест создала, больше развила и зарегистрировала официально бизнеса, тем больше будет денег в бюджете. И сегодня не нужен кандидат, который будет приводить деньги. Сегодня суто математическая формула. Это очень важный момент. Из-за этого будет меняться сознание выборцев. Я очень на это надеюсь, я это прогнозирую. Если сегодня нет прямой зависимости от его влиятельности там, в верхах, в Киеве или в области, то сегодня за него не будут голосовать. Потому что как минимум знают его предыдущую историю. Раньше многие говорили, ну да, он воровал, ну, по крайней мере, хоть что-то для людей делал. То это уже в прошлом. Сегодня нет смысла голосовать за такого. Сегодня будут голосовать за более прогрессивных, за инновационных и, ну, возможно, за более молодых. Сегодня вот благодаря тому, что есть местные деньги и так на местах, уже не нужно вкладываться вот в кандидата в этом смысле, что голосовать именно за того, кто гарантирует деньги. Это очень важный момент. Потому что просто поменять сознание выборцев, что нет, не, давайте за тех, кто воровали, уже голосовать не будем, за гречку не голосуем, просто теперь более цивилизованно. Это не работает. Вот может быть там какая-то патриотическая сознательность, да, это существует, но тем не менее люди голосуют только так, как им выгодно. И это нормально, это принятно, это объяснимо, логично и окей, так и должно быть. Людям должно быть выгодно жить в более цивилизованном обществе. Они смотрят на опыт Польши, они смотрят на опыт других европейских стран, и они понимают, что они хотят вот такой вот образ жизни. И они создают для себя эти инструменты. И естественно, несут ответственность за их реализацию. Давайте крыху на усход вашай краіны. Вы ўсё ж таки бралі ўдзел, там былі на ўсходзе, ну, не ваявалі, але параненых выносілі з перадавой і за гэта і атрымалі ордэн. На сённяшні дзень, вось як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю, наколькі ўсё ж таки, я не ведаю там што, мінскія перамовы, можа быць там перамовы кіраўнікоў еўрапейскіх краін там з Расіяй могуць дапамагчы вырашыць гэтую праблему узброенага канфлікту на ўсходзе краіны? Ну, проблему сбройного конфликта на сходе Украины может решить только ликвидация русских войск оттуда.
устранение агрессии России в сторону Украины. И все. Другого конфликта там нет. И никогда, в принципе, не было. Поэтому, мой взгляд на эту ситуацию в Украине вполне вероятно может продолжаться вот такой затяжной этап обороны своих территорий, да, вот как в Приднестровье, да, и это может годами длиться, это возможный вариант, но возможно и другой вариант, когда оккупация будет снята. При каких условиях она будет снята, и когда это случится, что нужно, чтобы это произошло. Опять же, я не есть экспертом военным, я не есть экспертом международной глобальной ситуации, политики, поэтому не буду делать такие высновки. Для меня, как обычного гражданина Украины, который пошел служить в тот момент, когда в его стране началась война, это одно понимание. На нашу территорию напали, у нас есть война, я обязан идти и защищать. Это абсолютно логичная и нормальная реакция обычного человека, даже женщины. Вот. Другие люди, которые не пошли служить, они всеми своими силами создавали ресурс для того, чтобы кто-то был обеспечен, когда они служат. То есть вся страна брала участие. Служили ли все официально или не служили, даже не имело значения. Я могу сказать, что большинство украинцев было мобилизировано вот в разных ролях. Подготовка ресурсов и непосредственно на фронте. Вот. Ну и очень надеюсь на то, что международная спільнота поможет нам установить баланс в этом. Я не называю его конфликтом, я так не люблю это слово конфликт. Это не конфликт, это нападение. Вот, и мы вынуждены защищаться. Причем мы не воюем, мы обороняемся. Мы стоим на своей линии, которая вызначена. Конечно, при регулярных обстрелах мы несем потери, но другого варианта сейчас я не вижу. Украина не наступает, не освобождает эти территории, мы это видим. И опять же, я не анализирую, почему так происходит, но разрешение этого конфликта – это прекращение оккупации. Я размаўляў з камандзірам часткі Нацгвардыі, якая базуецца ў Славянску, і спытаўся ў яго, вот, як вы бачыце вырашэнне, якім вы бачыце вырашэнне гэтай сітуацыі. Ён кажа, а для этого ёсць одно слово – в атаку. Я кажу, так страты будуць. Ён кажа, а што рабіць, вайна? Вот вы падтрымліваеце такую ідэю? Я поддерживаю идею использования и в том числе дипломатических способов решения с залучением международных партнеров. Опять же, не берусь анализировать уровень оснащения украинской армии, способна ли она сегодня пойти в атаку, освободить территории, как раз оккупированные, где сегодня живет мирное население, не анализирую, даже не берусь анализировать. Но я уверена точно, что мы будем использовать механизмы сотрудничества с международной спільнотой. И это тоже может быть действенным, и должно быть действенным. Вот на это я и надеюсь. І ў Киеве, в высоких кабинетах, и у Краматорску, у Славянску я чуў ад людзей такія словы, что мы насцярожана паглядаем у бок беларускай мяжы. Маўляў, чакаць адтуль можна ўсяго, што заўгодна. Да. А вы? Вот все ж таки вы с Хмельницкой области. Вот вы, Беларусь у вас была под боком заўсёды. Вот ваше стаўленне, все ж таки с насцярогай трэба украинцам поглядать в бок белорусской мяжы, ці не? Ну, сейчас я живу в Киеве, я, скорее всего, в сторону Сумской области смотрю, которая межует с Белоруссией. Но я буду субъективна, это лично мое мнение. Я считаю, что с настороженностью нужно смотреть сегодня во все стороны, которые граничат с государством-агрессором. Поэтому я доверяю и с большим уважением отношусь к нации, белорусскому народу. Вот. Но в ракурсе использования территории, это не вопрос доверия человеческого, это вопрос как раз тактики. И я никогда не была военной, я никогда не была военнообязанной, но после службы я стала военнообязанной, я в резерве Збройных сил, я понимаю, что если будет обострение конфликтов, я опять пойду служить, и осознавая это, я уже вынуждена мыслить категориями возможной территориальной защиты. Украина провела реформу, очень значимую реформу в Збройных силах. У нас организована, наконец-то, территориальная оборона, которой не было годами. У нас существуют бригады территориальной обороны, которые активно сейчас набирают резервистов, которые готовят людей быть не
объектами нападения, а защитниками, воинами, которые живут обычной жизнью, но в определенный момент могут стать воинами, как это в странах Прибалтики, например, организовано. Поэтому все мы сейчас пытаемся, не будучи военными экспертами и, ну, имея какие-то элементарные знания в тактике, пытаемся понимать и оценивать, с какой стороны может быть угроза. Со стороны Польши, наверное, не может быть угрозы, я так думаю. Вы были удзельніцай Майдана, ну и падтрымлівалі Майдан. Вы стварылі эту волонтерскую организацию Майдан Медыкі. Вот я просто вяртаюся до гэтага любимой фразы Александра Лукашенко: вы хочаце, чтобы было так, як ва Украине? Вот калі назіраць за тым, что зараз адбываецца, ну и Крым, и Донбасс, и эканамічныя праблемы, там, и социальные, и все такое. Вот калі была магчымасць вярнуцца ў 13-й год, вы бы все одно падтрымалі Майдан? Естественно, конечно. Это однозначно, да. У нас был шанс. У вас был шанс в 2010 году, но не сложилось. У нас был шанс в 2014 году, и слава богу, сложилось. Было достаточно решимости, и набрана была критическая масса людей, и люди поднялись. Это случилось в 2014 году в Украине. Могло не случиться, могло случиться в следующем году. Но, знаете, для меня была основной мотивацией идти и делать это тогда, хотя было опасно, хотя было рискованно, непонятно, неопределенно, может быть, не совсем как бы спланировано с нашей... Ну, как мы не понимали, как это будет разворачиваться на 100%. Мы понимали, чего мы хотим, но каким образом этого добиться, еще не очень осознавали. Просто выходили на улицу. Вот. Но в тот момент основная мотивация была, что лучше я сейчас выйду, чем потом выйдет Игорь, мой сын, которому 10 лет. Лучше мы сейчас в этом поколении это поломаем и будем развиваться в новом направлении, чтобы, не дай бог, детям не пришлось выходить. Им все равно придется выходить рано или поздно. Не может существовать долго тоталитарное государство. Такого не бывает. Оно рано или поздно разваливается. И моя мотивация была: лучше я это сделаю, чем будет делать мой сын. Пусть мой сын уже потом строит, отстраивает, укрепляет, развивает новые механизмы. А вот это вот самое сложное, критичное сделали мы. Знаете, вот та же самая инициатива «Майдан.Медики». Я была співзасновником, это было 4 человек, и никто из них вообще медиком не был, что интересно. И такие инициативы, они формировались хаотично, можно сказать, стихийно. Это не был четкий план с нашей стороны. Мы не понимали, что будет происходить завтра. Мы адаптировались к новым изменениям очень быстро. Таких инициатив очень много возникало, и не только в медицине. Это был такой удивительный пример человеческой коммуникации и аккумулирования вот такого ресурса. Просто в Украине в 2014 году сложилось. Люди вышли, не побоялись, с разных регионов взяли и поднялись. Слава богу, что это тогда случилось. Если бы этого не случилось, и это было бы военным каким-то способом там заглушено и прекратилось, это все равно бы происходило еще через некоторое время. Но рано или поздно оно должно было произойти. Так происходит во всех тоталитарных государствах. То есть вы зараз скажете про то, что нам без Майдана не обойтись? У вас он будет в какой-то форме. Я не знаю, какой он у вас будет в форме. К сожалению, может быть, и к радости, я не прогнозирую никакого там, хода событий именно для белорусов, но я говорю о том, что я сейчас вижу, что белорусы четко понимают, какие условия они бы хотели. Они более ориентируются сегодня на ту же самую, например, Польшу. Они видят и трезво оценивают и сравнивают, что есть сегодня в Беларуси, что есть в той же самой Польше. Я не говорю об Украине, по поводу которой действуют вот эти запугивания, а быть только не война. Я говорю о том, что белорусы сегодня в гражданском обществе проявляют гораздо больше инициативы. А с этого и начинается. Какой инструмент будет в будущем, это не обязательно может быть Майдан. Это не обязательно кровопролитие, но это поступательные изменения. Самое главное, чтобы люди не теряли решительность, а последовательно двигались. Гражданское общество, коммуникация людей, создание сообществ, достигание своих целей, контроль за властью. Вот, хотя бы в тех условиях, которые существуют сегодня. А капля камень точит. Дякую вялікі. Ну, будем спадзявацца, што кропля паціху і гэты аўтарытарны камень. Тихай сапаю. Да, тихай сапаю, як правда. Дякую вялікі. Зміцер Лукашук, Ольга Амельчук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце Еўрарадыё, у нас сёння яшчэ шмат цікавага ў эфіры.